Советская идеология и советское образование стали мощным катализатором для культуры народов Советского Союза. Даже была такая идея, что у каждого народа должна быть опера, у каждого народа должна быть симфония. Поэтому начали готовить кадры, то есть искать талантливых людей среди всех народов. И был, скажем так, государственный заказ, чтобы у каждого народа были образцы высокого искусства. Как мы знаем, высшие образцы музыкального искусства — это опера, балет, симфония. Поэтому это практически была именно такая вот национальная идея. И поэтому возникло огромное количество опер, балетов, симфоний, многих из которых мы уже сегодня не знаем. И это все национальные республики работали над этим. И только уже такие избранные, скажем так, шедевры, шедевров никогда не бывает много, дошли до нас. И, на мой взгляд, это было неплохо, это было, наоборот, хорошо, потому что такие крупные жанры, как опера, балет или симфония, они появляются именно тогда, когда есть спрос именно у государства, то есть есть идеология, направленная на это. Для народа всегда, это не секрет, хлеба и зрелищ. Всегда нужна массовая культура. А массовая культура всегда была представлена песней. И песни тоже, конечно, в огромном количестве писались, и этот жанр сильно развивался в советские годы. До сих пор огромное количество песен, и вот именно даже в русской культуре, это наследие советских времен. То же самое происходило, конечно, в татарской культуре. И те достижения, которые есть в области именно оперы, балета, это все возникло именно в советский период. Не до этого, не после, а именно в этот период. На сегодняшний день эта линия продолжается, слава богу, в нашей республике. Просто она не имеет таких масштабов, как это было раньше. Поэтому какие жанры в татарской музыке сегодня самые главные? Еще Габдулла Тукай говорил, что для татар самый главный жанр музыкальный — это песня. И он на сегодняшний день, мне кажется, самый актуальный, самый близкий для народа и понятный, самый востребованный. Но это не значит, что мы должны останавливаться только на песне. Все жанры важны, все жанры нужны. Другой вопрос, конечно, что крупные жанры требуют больших вложений, больших средств. Это ведь труд огромного количества людей. Без поддержки невозможно развитие этих жанров. Но, тем не менее, в Татарстане это есть. Пусть, может быть, не в той степени, в которой это было раньше. Я помню, что каждый год концертный сезон нашего Государственного симфонического оркестра еще во времена Натана Рахлина открывался новой премьерой симфонии Назима Жиганова. Это была такая традиция. На сегодняшний день такого регулярного исполнения, конечно, нет, но все равно есть огромное количество интересных проектов, в которых участвуют наши композиторы, в которых и я участвую. Поэтому жанры совершенно разные. Жанры совершенно разные, на сегодняшний день востребованы.